фоне продолжающегося демографического кризиса в России Кремль активно экспансирует российскую культуру в страны Центральной Азии, вкладывая в это огромные средства и используя свое влияние на режимы в регионе. Значит, сложнее адаптироваться людям, скажем, из Средней Азии. Ну, там мы что должны делать? Там просто нужно внедрять наши системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов и так далее. Так, например, Нижняя палата таджикского парламента 15 января 2020 года ратифицировала соглашение между правительствами России и Таджикистана о строительстве и материально-техническом оснащении 5 русскоязычных школ. कोशिश हम ये करें कि अक्सरियत زیادی این کتاب‌ها تا ماه سپتامبر سال 2020 علاقه روی چاپ را می‌بینند با زبان روسی. Заместитель министра образования и науки Таджикистана Рахматулло Мирбубоев, представляя документ депутатам парламента, сообщил, что новые школы вместимостью до 1200 детей каждая появятся в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бахтаре и Турсунзаде. Из городов это непосредственно от столицы Душанбе, это Куляб, это Хаджет, это Бахтар и Курган-Сюбе. То есть это будут школы, которые построит Российская Федерация на территории Таджикистана. Согласно документу, подписанному Рахмоном и Путиным в апреле 2019 года, после ввода школ в эксплуатацию преподавание в них будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами. Русская по национальности? Ксюш, ты русская? Ксения, ты русская? Не знаю, у меня мама таджичка, а папа русский. Культурно-лингвистическая экспансия со стороны России в отношении народов Центральной Азии, начавшись еще во времена оккупации царской Россией, продолжается и по сей день. А нынешние российские власти применяют все новые способы и средства в этом направлении. Таджикистана познакомиться с национальными танцами народов России, красотой ландшафтов нашей страны на выставке «Русский север», творчеством известных российских мастеров классического музыкального. Если в прошлом народы Туркестана находились под фактическим колониальным контролем России, то сейчас, хотя формально народы региона и приобрели независимость от России, все же фактически страны Центральной Азии находятся под полным, либо сильным влиянием русского колонизатора. Филиалы вузов, которые присутствуют в Таджикистане, российские, то есть всего 35 образовательных организаций, которые представлены на площадке. Естественно, что пророссийские режимы в этих странах создают все условия для экспансии российской культуры и русского языка в регион. Сегодня имеются договоренности о строительстве в Таджикистане 5 новых школ на 1200 мест каждая. И мы уверены, что они станут одними из лучших центров российского образования и культуры за рубежом. Рассчитываю также, что наш образовательный проект, успешно реализованный в Таджикистане, получит развитие и в других странах. Например, только в 2017 году из России в Душанбе прибыли 30 учителей. Осенью 2018 года в Таджикистан отправились на работу еще 48 педагогов из разных регионов России. Их распределили в 20 школ разных городов республики. Заместитель председателя Комитета Российского Совета Федерации по международным делам Федерального собрания Фарид Мухаммедшин в ходе международной конференции соотечественников, прошедшей в Ташкенте 22 декабря 2018 года, заявил, что Совет Федерации рассмотрел и принял 2 закона, касающихся распространения русского языка и российской культуры за пределами России под предлогом заботы о соотечественниках за рубежом. По итогам таких совещаний Верхняя Палата настаивает на выработке механизма создания концепции «Русская школа за рубежом» через внесение дополнения в госпрограмму РФ по внешнеполитической деятельности.
Это подразумевает выделение конкретных финансовых средств на поддержку русских школ за рубежом. И мы получили положительную реакцию правительства России, которое пообещало с 2021 года начать реализацию отдельной программы «Русская школа за рубежом» как государственной программы, заявил тогда он. Он также напомнил, что в рамках визита президента Путина в Узбекистан страну посетили более 80 ректоров российских вузов, в ходе визита которых было подписано около 100 соглашений по оказанию странами так называемого содействия друг другу в образовательном процессе. Разумеется, все так называемое содействие будет односторонним. Россия просто усилит свои просвещенческие проекты в Узбекистане. В настоящее время в российских вузах обучаются более 24 тысяч представителей узбекской молодежи. Я думаю, что в конце этого года эта цифра увеличится. Более того, в странах Центральной Азии в результате постоянной пропаганды и внушения мысли о превосходстве России в умах народов начало образовываться положительное общественное мнение об обучении своих детей в русских школах. Для кого-то даже это превратилось в предмет гордости и признак образованности. Незнание же русского языка стало в какой-то степени считаться показателем отсталости, а использование русской речи в разговоре стало означать высокую образованность человека. Именно по этой причине сегодня на улицах крупных городов можно часто услышать русскую речь среди молодежи. Российский ученый, кандидат политических наук Федор Фролов описывает в одной из своих научных работ механизмы культурно-лингвистической экспансии России. Воздействие на людей осуществляется посредством культуры и языка, который формирует иноэтническую культурно-языковую среду и прививает элементы иноэтнического типа жизнедеятельности. Эти процессы создают угрозу социальной диссоциации, нарушение процесса самоидентификации граждан со своим государством. Целью политики России в языковой и культурных сферах является организация и ведение культурно-лингвистической экспансии России как на территории страны, так и на постсоветском пространстве, в том числе в Центральной Азии, для инициации и поддержания процесса идентификации населения этих территорий с Россией, укрепления русского языка и культуры, считает ученый. Наверняка вы слышали такое словосочетание «русская миссия». Вот я, как учитель русского языка, миссионер, то есть посол. Эксперты считают, что необходимо чертить четкую грань между изучением иностранного языка для выстраивания отношений с другими народами и языковой экспансией, которая грозит привести в итоге к культурной деформации и потере в будущем народами Центральной Азии своей идентичности. Дней моих суровых, голубка дряхлая моя. Отмечается также, что изучение иностранного языка должно рассматриваться нашим народом лишь как приобретение знаний, которое должно происходить через призму нашей единой и уникальной исламской культуры. Таким образом, следует остерегаться того, чтобы вместе с изучением русского языка нашим детям были привиты русский культурный код и русские понятия о жизни, как это уже происходило в советский период. Вон, сняла, молодец. Смотри, солдат. Видишь? Первая. И уж тем более знание русского языка не должно становиться признаком гордости или критерием образованности среди людей. Русский язык считается вторым языком. Так что у нас во всех образовательных учреждениях он идет не как иностранный язык. В военно-техническом сотрудничестве констатировали общую заинтересованность в реализации в полном объеме программы модернизации вооруженных сил Таджикистана и много времени уделили нашему гуманитарному, культурному, образовательному взаимодействию.
Наблюдатели обращают внимание, Россия сегодня проводит в Центральной Азии не только военно-политическую и экономическую колонизацию, что выражается в открытии военных баз, полном контроле над местными диктаторами и вовлечении наших стран в региональные экономические проекты, но и культурную экспансию, целью которой является изменение нашего сознания, трансформация менталитета следующих поколений, дабы они выросли в желании подражать русскому колонизатору и стремлении быть похожим на него. В Таджикистане мы ратифицируем соглашение о строительстве 5 школ. Я вообще убрал бы ратификацию таких соглашений. Какая ратификация? Помогайте. Таджикистан должен быть в особой зоне, потому что он пограничная территория. Это наша Брестская крепость в глубинах Азии. Они останавливают прорыв банд, которые сметут всю Среднюю Азию, к нам придут. Урал, Южная Сибирь. Так они кровью истекают и просят русский язык, русские школы, русские театры, русских учителей. Просят! А мы, так сказать, вот только вот ратификация до 5 школ. Сколько надо, столько и построить. Это приобщение к русской культуре. Учителей просят. Все, что мы хотели бы, чтобы было во всех бывших странах СНГ. Таджикистан на первом месте.